В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За пределами морали старшеклассники Гагарской школы поиздевались над пожилой учительницей и выложили видео в сеть. Подожгли или загорелся сам. Сгорел автомобиль кандидата в депутаты. Строя мосты в торгово-промышленной палате Абхазии уже 15. Вопиющий случай произошел в Гагарской средней школе номер 1. Старшеклассники поиздевались над пожилой учительницей, а один из учеников снял видео и выложил его в интернет. Видео вызвало широкий общественный резонанс. Не осталось в стороне Министерства образования и науки республики, распространившее заявление, в котором подчеркивается, что участники и организаторы данного инцидента будут привлечены к ответственности. Родители, чьи дети участвовали в этом безобразии, должны понимать, что они несут такую же ответственность, отмечается в заявлении. К руководству школы, а также к классному руководителю, допустившим такое отношение к учителю в стенах школы, будут применены соответствующие меры административной ответственности. Определенные меры уже приняты в отношении учащегося конкретно, который является зачинщиком данного инцидента. В понедельник будет расширенное собрание с участием родителей, руководства, отдела образования Гагарского района, а также всех руководителей школы и учеников, на котором будет обсуждаться данный инцидент, на котором мы озвучим принятые решения в отношении как руководителей, так и всех остальных участников данного инцидента. Я думаю, решение будет в данном случае исчерпывающим, заслуженным и в полной мере соответствовать данному случаю. Подожгли или загорелся сам. Сгорел автомобиль кандидата в депутаты парламента Абхазии Батала Айба, припаркованный возле его предвыборного штаба. Напомним, что происшествие имело место в четверг около 9 часов вечера. Какие версии рассматривает следствие, выясняла Нисфа Аршба. Именно на этом месте был припаркован автомобиль кандидата в депутаты Батала Айба. Он приехал сюда после 8 часов вечера и спустя 30-40 минут сообщили, что машина объята пламенем. Вчера весь день я вместе с кандидатом Баталом Айба ездили по городу по различным предвыборным делам. И в тот момент, когда мы уже приехали в штабе, находились в нем около получаса или чуть более, услышали крик сотрудницы такси рядом с нами. Когда из штаба начали выбегать люди, находившиеся в штабе, вначале даже предположение было, что это ДТП какое-то. Оказалось, что это горит машина кандидата. Рядом с машиной были обнаружены зажигалка, была обнаружена обгоревшая бутылка с горючим веществом. Все эти предметы изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас место происшествия оцеплено. Следствие пока затрудняется назвать причины произошедшего. Более того, неизвестно, будет ли по факту поджога заведено уголовное дело. Мы на начальном этапе сами получили сообщение о данном происшествии, выезжали, работали. Изначально производили осмотр места происшествия, весь комплекс тех мероприятий, которые характерны для данной ситуации. Приоритетная версия, конечно же, остается версия о поджоге автомобиля кандидата. Проводим необходимые мероприятия, беседуем с людьми, допрашиваем людей. Хочу уточнить, что уголовное дело на данном этапе пока не возбуждено, чтобы мы понимали, сейчас идет доследственная проверка по данному факту. По ее результатам мы будем решать уже о наличии либо отсутствии состава конкретного вида уголовного преступления. Позже кандидаты в депутаты по Сухумскому 4-му избирательному округу призвали общественность проявить выдержку и дождаться результатов работы правоохранительных органов. Большая просьба воздержаться от выдвижения каких-либо версий, дождаться фактически результатов работы правоохранительных органов. Вне зависимости от того, кто пройдет,
граждане все нашего округа должны прийти на выборы и выполнить свой гражданский долг. Данное происшествие, по мнению кандидата Эрика Арштуни, можно рассматривать исключительно как провокацию, нацеленную на дестабилизацию обстановки в период проведения выборов. Мы оба человека, которые кандидаты сегодня в Народное собрание парламент Республики Абхазия. И не просто так у нас горит сегодня, наверное, машина. Это следствие опять-таки установит, может это вообще самовозгорание какое-то, мы еще не знаем. Но тем не менее, я одно могу сказать. Все равно этот факт, который сегодня произошел, он неприятен, он взбудоражил сегодня людей. И поэтому мы хотим разрядить обстановку. Оба претендента на депутатский мандат едины во мнении. Такого рода методы не принесут пользы никому. Нисфа Аршба, Саид Агухава, Тимур Гогохия. Абхазское телевидение. Свой юбилей отмечает Торгово-промышленная палата республики. 15 лет назад первый президент Абхазии Владислав Ардзинба подписал указ о создании торговой палаты. Ее возглавил Геннадий Гагулия, который и сегодня руководит организацией. Торгово-промышленная палата Абхазии на сегодняшний день подписала 100 соглашений о сотрудничестве с коллегами дальнего и ближнего зарубежья. Были подписаны соглашения также с торгово-промышленными палатами Турина, Братиславы, Гонконга. ТПП Абхазии имеет официальное представительство в 6 странах мира. В России, Германии, США, Италии, Бельгии, Шотландии, а также собственных представителей в 30 странах, таких как Китай, Мексика, Турция, Франция, Тунис, Иордания и другие. Если судить по делам, которые мы смогли сделать за эти 15 лет, мы с гордостью можем сказать, что мы сделали все возможное и посильное для улучшения состояния предпринимательства и вопросы экономики, вопросы взаимодействия власти и предпринимательства. То есть все цели и задачи, которые были определены принятым позже законом, мы стараемся выполнять. Очень много сделано. Если перечислять, это займет много времени. В структуру торговой палаты республики входит 9 управлений, в которых работает 40 человек. Палата оказывает предпринимателям широкий спектр услуг, в частности, проводит экспертизу и оценку товаров. В членство входят более 200 предприятий и организаций различных форм собственности. Сотрудники ТПП Абхазии регулярно посещают различные предприятия, что является одним из приоритетов их работы. Не скрою, что преднамеренно, целенаправленно я стараюсь брать сотрудников, которые должны обучаться, должны учиться. И чем они правильнее, лучше будут работать. Если говорить, что вот коллектив, в котором молодые плохо работают, и лучше брать опытных профессионалов. Откуда эти опытные профессионалы берутся? Они же растут с той молодежи, которую нужно обучить. Если молодежь не будет обучаться, если молодежь не будет получать навыки, если с ними никто не будет работать, тогда они не станут никогда профессионалами. Более того, торгово-промышленная палата издает ежегодный каталог предприятий, каждый новый номер которого посвящен определенной сфере деятельности. Информативность каталога позволяет органам хозуправления и организациям получить необходимую информацию о деятельности отечественных предприятий в разрезе отраслей национальной экономики Абхазии. По мнению руководства ТПП, в перспективе это приведет к управлению партнерства между властью и бизнесом, налаживанию деловых контактов, повышению имиджа и инвестиционной привлекательности нашей республики в различных странах. Мы открыли представительства, официальные представительства, зарегистрированные в разных странах мира, в которых прописано, что это представительство Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Могу это с гордостью сказать, потому что ни в одной абхазской организации нету никаких официальных представительств в других странах. Это гордость нашей страны. Это мы делаем для продвижения нашей страны, для того, чтобы она была узнаваемая в мире. Нам очень многое нужно всем сделать для того, чтобы Республика Абхазия достигла того великого будущего,
во имя которой погибали наши близкие. ТПП активно сотрудничает с органами государственной власти и местного самоуправления, и в этой связи подписано 25 соглашений о сотрудничестве с абхазскими министерствами и ведомствами, местными органами самоуправления. В течение нескольких лет ТПП занимается облагораживанием и благоустройством городских территорий, помогает детям из малообеспеченных и многодетных семей. За 15 лет существования торговой промышленной палаты Абхазии был проведен колоссальный объем работы, но останавливаться на достигнутом никто не собирается. Впереди много работы на благо абхазского предпринимательства и экономики республики в целом. Рената Шакаева, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение. С юбилеем руководителя и коллектив ТПП поздравил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Отметил, что торгово-промышленная палата республики создает все условия для того, чтобы о нашей стране узнавали во многих странах мира. За личный вклад в укрепление государственности Республики Абхазия, многолетнюю и плодотворную работу, высокий профессионализм президент Рауль Хаджимба наградил Геннадия Гагулия орденом Архидз-Апша второй степени. Я поздравляю с этой датой, которая сегодня, во всяком случае, в истории Абхазии является как бы новой. При всем том, что уже 15 лет это немало, но для нас это важная составляющая деятельности государства. И торгово-промышленная палата всеми теми своими действиями создает условия для того, чтобы об Абхазии знали бы больше. Продвигались бы наши, может быть, еще не в полном объеме имеющиеся возможности, но то, что есть, во всяком случае, становится достоянием рынка, достоянием других государств, и о нас знают больше. Там, где политические инструменты не всегда срабатывают, экономические рычаги и эти возможности должны способствовать продвижению наших интересов. В этом как раз-таки и заслуга в большей степени торгово-промышленной палаты, несмотря на все те препоны, которые создаются, и мы с вами говорили, не всегда правильно, может быть, в тех или иных, как говорится, частях света воспринимают наши действия, но ваша энергия, ваши возможности, ваши усилия приводят к тому, что в большинстве как раз-таки государств о нас знают наши товары, знают, что представляет собой Абхазия в экономическом отношении, в политическом процессе, и за это мы вам благодарны. Я думаю, еще большие будут разные свершения в нашей республике, и это дай Бог, чтобы было, как говорят, из года в год лучше. Ну, а сама жизнь показывает, что она так она и есть. Мы все видим динамику развития республики. И сегодня только слепой может сказать, что процесс улучшается. И это процесс связан со многими разными вопросами. И дай Бог, чтобы все эти вопросы, все вместе решали. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел брифинг по итогам рабочего визита в Боливарианскую республику Венесуэла. Глава абхазского внешнеполитического ведомства назвал визит в Венесуэлу плодотворным. Сторонами были достигнуты договоренности о том, что делегация Венесуэлы, возможно, в ближайшее время посетит Абхазию. Подробности в материале Сарии Смар. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове рассказал журналистам об итогах рабочего визита абхазских дипломатов в Боливарианскую республику Венесуэла, во время которого абхазская делегация приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 4-й годовщине смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса. Даур Кове отметил, что торжественная церемония прошла в Музее революции, где сейчас находится саркофаг с телом команданта. Глава абхазского внешнеполитического ведомства также рассказал, что в рамках визита прошли рабочие встречи с высокопоставленными чиновниками Венесуэлы, в частности с министром иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес Гомес. На этой встрече мы оговорили очень широкий спектр наших возможностей двухсторонних, которые сегодня есть перед нами. Ведется очень активная работа, и у нас есть уверенность в том, что
вот это взаимодействие, которое у нас идет, оно будет расширено, и те соглашения, которые были подписаны, дают основания полагать, что работа будет продолжаться и более активно. В рамках визита в Боливарианскую республику Венесуэла абхазские дипломаты встретились с министром внешней торговли и инвестиций Венесуэлы Хесусом Фария. Министры обсудили конкретные планы и проекты по экономическому сотрудничеству двух стран. Было достигнуто соглашение о создании рабочей группы, которая в течение 2 недель приступит к реализации намеченных планов. Как это ни парадоксально звучит, небольшая Абхазия имеет шансы стать провайдером высоких технологий в Боливарианскую республику Венесуэла. Это мой 6-й уже приезд в эту страну. Во время моей предыдущей поездки у меня была встреча с министром легкой промышленности, и вот он впервые озвучил такую мысль о провайдинге высоких технологий. Посмотрим, что из этого выйдет. Я вижу, что есть здоровое такое желание венесуэльской стороны наполнить реальным хотя бы таким пилотным содержанием наше экономическое сотрудничество. Соглашение о взаимодействии в области телевизионного и информационного сотрудничества подписали председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра Абхазии, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц и президент латиноамериканской телекомпании «Телесур» Патрисия Виллик. По словам представителей Абхазии, данное соглашение можно назвать прорывом в вопросе продвижения интересов нашей республики на международной арене. Идея сотрудничества с ним родилась у нас где-то около 2 лет назад, с тех пор работа не прекращалась. Идея очень простая. Нас зачастую, в том числе и наши российские партнеры, но если не упрекают, то, по крайней мере, подсказывают нам по-дружески, по-партнерски, что нашего присутствия в медийном пространстве, в информационном пространстве в мире не так много. Недостаточно, так скажем, много. И я думаю, что вот такая агрессивность, в хорошем смысле этого слова, она может нам оказать, так сказать, очень добрую услугу. Телесур вещает на 22-23, они набирают потихонечку свое присутствие. Сейчас 26 стран, включая весьма респектабельные страны Латинской Америки, Южной Америки, Карибского региона. В рамках визита состоялась также встреча ректоров Абхазского и Боливарианского университетов Олег Угварами и Мариана Хенсона. Олег Угварами рассказал журналистам о том, что существует уже сложившаяся практика, когда студенты венесуэльских университетов приезжают на время в Абхазию и посещают лекции в АГУ. Мы еще раз, так сказать, издали такую книжечку «Пословицы и поговорки народов Кавказа» на испанском и русском языках. Отдельно подготовили буклет в Абхазском университете на испанском языке. Все это передали в ректорат. Они нам тоже дали очень много литературы о своем университете. И мы пригласили, и я говорю, будет для нас, ваших партнеров, которых вы признали, счастьем, если на 85-летие нашего университета приедут оба ректора. В завершении брифинга министр иностранных дел Абхазии Даурхови отметил, что стороны обсудили возможность визита венесуэльской делегации в Абхазию. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. За выборами в Народное собрание парламента республики, прошедшими 12 марта, наблюдали и представители Общественной палаты Абхазии. Сегодня они провели брифинг по итогам выборов, на котором заявили, что существенных нарушений в ходе голосования не было. За выборами депутатов парламента Абхазии также наблюдала и комиссия из членов Общественной палаты республики в составе 10 человек. В день выборов они посетили все избирательные округи страны. По словам заместителя секретаря Общественной палаты Абхазии Данила Убирия, несмотря на мелкие недочеты, в целом голосование прошло в соответствии с законом Республики Абхазия. Без каких-либо существенных замечаний. Приятно было в каждом участке заходить, когда встречают, показывает все. Избирательные участки работники проявляли инициативу. Я вам скажу, что такие замечания, чтобы они там, не реагировали, какие-то там мелкие такие замечания, таких с нашей стороны не было.
В Общественной палате считают, что в закон о выборах необходимо внести поправки, в первую очередь для упрощения самого процесса голосования. По-прежнему нерешенной остается проблема с дополнительными списками, которая связана с путаницей в именах голосующих и с техническими ошибками при внесении их в базу данных. Представители Общественной палаты отметили, что у голосующих также возникают сложности во время заполнения избирательного бюллетеня. Как с этим бюллетенем относиться? Ставить галочки, или вычеркивать. В Очамчирском районе я уже показывал, такие образцы в одном участке висели. Образцы в каждой кабине. За мной можете проверить, кто хочет, просто проверит. И СМИ, и кто хочет. В этом участке по причине того, что неправильного заполнения бюллетеня, ни одного испорченного бюллетеня. Член Общественной палаты Лиана Кварчеля считает, что считать бюллетень недействительным только потому, что избиратель заполнил его неверно, но при этом свой выбор сделал несправедливо. Были случаи, когда было ясно, что все-таки волеизъявление человек выразил, но он там вычеркнул всех случаев, галочку поставил. В каких-то случаях эти бюллетени засчитывались, в каких-то не засчитывались. Но это все-таки неправильно, если действительно видно, что человек проголосовал за определенного кандидата. Избрание представителя оппозиционных сил в депутаты будет иметь положительное влияние на общественно-политическую ситуацию в стране, уверена секретарь Общественной палаты. Представители оппозиции прошли и, может быть, еще пройдут в парламент. Я вижу в этом исключительно позитив, потому что это создаст баланс политических сил в парламенте. И я думаю, что с такими типами волеизъявления народа, как народные сходы, митинги, уже такой необходимости не будет, если в парламенте будут различные политические фракции. Учитывая все мелкие недочеты, члены Общественной палаты считают, что выборы в Народное собрание парламент Республики Абхазия прошли успешно и в соответствии с законом. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Министерство экономики Абхазии запускает курсы по подготовке предпринимателей в рамках программы «Инвестиции в человеческий капитал-2017. Начинающие предприниматели и государственные служащие в сфере экономики». Программа нацелена на развитие малого и среднего бизнеса и на решение вопроса дефицита квалифицированных кадров в сфере предпринимательства. На данном этапе идет прием заявок. Первая часть программы предусматривает обучение и стажировку. Конечным результатом прохождения учебы станет подготовка собственного бизнес-плана, расширение действующего бизнеса или запуска нового. Данная программа реализуется в рамках поручений президента и премьер-министра Абхазии. Мы сейчас работаем над формированием развернутой сети инструментов поддержки малого бизнеса, неотъемлемой частью которой является поддержка со стороны государства в части обучения, повышения квалификации. Знания, которые необходимы для осуществления бизнеса, для начала своей бизнес-деятельности, они, к сожалению, в Абхазии сегодня не на должном уровне присутствуют. Это связано с тем, что у нас, к сожалению, нет специализированных институтов, которые бы обучали. Базовое высшее образование не дает этих навыков. Поэтому со стороны государства было принято решение попробовать начать эту практику поддержки начинающих предпринимателей в части обучения. Это международная практика, другие страны уже давно этим занимаются. Данная программа рассчитана в первую очередь на передачу знаний в части подготовки бизнес-плана, маркетинговых исследований, работы начинающих предпринимателей с банками, привлечения инвестиций под свои бизнес-идеи, работы с органами государственного управления, в том числе налоговой структурой и так далее, и умение начинающих предпринимателей привлекать средства, которые заложены в разных государственных программах поддержки. Весь этот комплекс знаний нам необходимо передать нашим начинающим предпринимателям. В первую очередь, конечно, вы знаете, что у нас очень много способной, интересной молодежи в Абхазии, которая сегодня, к сожалению, без работы, и у них есть большое желание трудиться. И мы со стороны государства
будем им помогать, и не только в части обучения, преподавательской части, мы будем этих людей, которые попадут в эту программу, направлять уже на действующие производства. Вот винзавод у нас, вы знаете, очень хорошо работает, эта компания, Аквафона, Мобайл, такие крупные компании, мы будем стараться их показывать им это производство, как работает эта бизнес-модель. Это со стороны государства мы расценим как инвестиции, потому что знание это, программа сама так и называется, инвестиции в человеческий капитал, потому что знание это есть на сегодняшний день уже в мире признано, что знания, навыки это является самым важным и самым таким высокорентабельным капиталом. Поэтому мы решили вот эту программу начать. Такого рода программы в Абхазии еще не реализовывались со стороны государства. Это пробный шаг, первый шаг. Мы посмотрим в этом году, как она сработает. Если мы получим те результаты, которые мы ожидаем, мы, конечно, уже в следующем году будем ее продолжать. Программа в первую очередь рассчитана на молодежь, предпочтительный возраст до 35 лет, но это не говорит о том, что это жесткие рамки, то есть свыше 35 лет тоже могут участвовать, но предпочтительно для молодежи, которая еще только в начале своего пути хотят начать работать. В перспективе, эта программа будет способствовать тому, чтобы эти предприниматели начинающие могли уже потом в последующем участвовать в государственных программах. 15 марта во всем мире считается Днем защиты прав потребителей. Мы решили уделить внимание этой теме, так как в Абхазии зачастую не регулируются отношения между потребителями, изготовителями и реализаторами той или иной продукции. Смотрите специальный репортаж Симы Аргун. Ежедневно мы становимся потребителями, покупая тот или иной товар или воспользовавшись услугой. И отдавая заработанные деньги, мы совершенно справедливо хотим, чтобы товар был качественным, а услуги выполнены должным образом. Но, к сожалению, это не всегда так. Зачастую нам просто отказывают в возврате или обмене товара. Потребитель должен знать свои законы, свои права. Да? Если товар какой-то дефект имеет и нашел дома, обязательно должен вернуть. И должно это компенсироваться. Но у нас в магазинах возвращают разве? Нет, это не возвращается у нас в магазинах. Да. Они взяли все уже? Даже уже таблички висят. Да, таблички висят. Вы знали о том, что у нас с 2007 года есть закон, который регулирует эту деятельность, и товар можно в течение 14 дней вернуть, даже если он не бракованный. Просто он вам не подошел по цвету. Вы раньше об этом знали? Я знала, но у нас, к сожалению, ничего не докажешь, потому что не выдаются чеки, не выдаются обслуживание, честно говоря, не такое, какое должно быть. Практически во всех магазинах в нашей республике можно увидеть таблички, гласящие о том, что купленный товар не подлежит возврату. В лучшем случае его можно только обменять на аналогичное, и то только по предварительному устному договору с продавцом. Реализатор несет ответственность за товар, который продает. Именно он работает с покупателями и должен обладать информацией. Полностью специальный репортаж Симы Аргун смотрите сразу после новостей. Министерство по налогам и сборам республики провело обучающий семинар для сотрудников ведомства. Цель мероприятия – решение проблем и вопросов, возникающих в процессе работы. Такой нетрадиционный формат встреч руководство Министерства по налогам и сборам выбрало давно. Семинары не столько обучающие, сколько подсказывающие направление работы. Здесь разбирается каждая проблема, с которой налоговики сталкиваются в работе. Я думаю, ни для кого не новость, что у нас есть проблемные вопросы в налоговом законодательстве, и нам необходимо их обсудить для того, чтобы применять единообразно на всей территории Республики Абхазия налоговое законодательство. Есть вопросы, которые вызывают споры, противоречия с налогоплательщиками в частности. Нередкость то, что мы уже оспариваем наши вопросы в арбитражных судах, и иногда их и выигрываем, и проигрываем. Поэтому нам, я считаю, крайне необходимо обсуждать эти вопросы. Было бы, конечно, желательно чаще это делать, но в силу возможностей, в силу времени Министерство по налогам и сборам проводит это периодически раз в год. Все вопросы формируются в подразделениях ведомства и лишь потом передаются. Среди них были обозначены темы, четких ответов на которых нет.
вопросы были очень сложные некоторые, на которые сегодня мы, может быть, сходу ответ не дадим при всем нашем желании, потому что законодательная база нам не позволяет всего этого сделать. Были вопросы очень интересные, кстати говоря, и были вопросы просто слабые, я вам скажу. Тема разговора самая разнообразная. Встречу налоговики провели в форме открытого диалога, вопросов и ответов, чтобы дать грамотный, квалифицированный совет, найти решение проблемы в рамках действующего законодательства Республики Абхазия. Нисфарш Басаид Агухава, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ночью без осадков, днем временами дождь. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем плюс 9-11 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.